Aşağıya in. En aşağı in. Abi bir saniye. Beyler açılın, açılın. Yaralıya yol verin, açılın. Çok şükür. Hadi açılın beyler. Açın. Abi yıkılıyor. Geri çık, geri çık. Baba herkes geri çıksın. Geri çık. Kardeşim çekmeyin. Ya çekme video, geri çık. Abi yıkılıyor. Aman. Abi yıkılıyor gördüğünüz gibi. Geri çık. бахшиш бародор як дақиқа пурқимати шуморо мегирем. кадоме ки ай Москва ва Тоҷикистон мехоҳад ки бор бигзаронад, як ширкати беҳтарина барои шумо пешкаш мекунем ки ай Москва ва Москва област ба тамоми шаҳрҳои ҷумҳурии Тоҷикистон барои шуморо дар муддати 6-7 рӯз 100% гарантия хати бурда меоранд. рақамҳои Тоҷикистон ва рақамҳои Москва дар рӯи экран аистагиай. марҳамат ҳозир занг бизан ай номи канали Меҳробро ки муроҷиат кардӣ автоматӣ арзон скидка карда мешавад. бародари ба боварияй иншоалло ки падваритон намекунад. В результате сильнейшего землетрясения в Турции обрушены тысячи жилых домов. На данный момент жертвами землетрясения в районе турецкого города Газиантеп стали по меньшей мере 350 человек, еще около 2200 пострадали. В результате сильнейших подземных толчков и длительных колебаний разрушены тысячи жилых домов, в связи с чем речь может идти о тысячах жертв. В центре страны толчки были магнитудой 7,8, после них были толчки до 6,6 баллов. Землетрясение ощущалось в 10 провинциях Турции. В одной из провинций, Малатья, обрушилось 130 зданий. В провинции Османие рухнуло 34 дома, в Шанлыурфе – 16 домов. Всего на данный момент, по сообщениям СМИ, не менее 50 погибших. Землетрясение также почувствовали в Ливане и Сирии. По данным российских СМИ, в Сирии насчитали 99 погибших и сотни пострадавших. Первые данные о разрушениях и жертвах поступают и из других городов Турции. Так, в Малатьи разрушены около 130 зданий, известно о 3 погибших, люди остаются под завалами. В Шанлыурфе погибли 12 человек. В провинции Османие обрушились 34 здания и погибли 5 человек. Число жертв в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб выросло до 16. Данные продолжают поступать. По словам местных жителей, многоэтажные здания рассыпались как карточные домики. При этом под завалами могут находиться тысячи человек. Более того, из-за интенсивных подземных толчков не выдержал и газопровод, в результате чего последствия произошедшей природной катастрофы оказались еще более серьезными. Помимо серьезных разрушений на территории Турции, имеются также и серьезные разрушения на севере Сирии. Здесь, по предварительным данным, жертвами стали уже как минимум 250 человек, а еще около 1000 получили различного рода травмы и ранения. На месте разрушенных жилых домов и сооружений работают спасатели и добровольцы. При этом власти Турции называют произошедшее очень серьезной трагедией, оценить реальные масштабы которой можно будет лишь через несколько дней. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на канал, чтобы всегда быть в курсе самых актуальных новостей.